В своей речи Александр Григорьевич Лукашенко на митинге, который проводился в Минске, он упомянул в том числе и два города. Небольшие города – это Брагин и это Малорита. Вот. Ну и, соответственно, когда ехали обратно, обсуждали о том, что мы должны тоже выразить свою поддержку и проводимой политике, и непосредственно руководителю нашей страны, действующему президенту и избранному президенту. И поэтому было решено, что мы направим коллективное письмо от организации и предприятий Малоритского района. Был создан текст этого письма. Текст и проекты протоколов были переданы в предприятия организации города Малорита и Малоритского района. В каждом трудовом коллективе проводилось открытое голосование за, против, воздержался, по данному письму. Общее количество числящихся или членов этих трудовых коллективов более 5600 человек. И путем открытого голосования, соответственно, голосовали за это письмо. В итоге проголосовавших за у нас было 79%. Проголосовавших против у нас было 7%. И тех, кто воздержался, это 14%. Почему вообще вот именно такой способ выбрали поддержки? Потому что в основном люди, которые выходят на площади сейчас, оппоненты действующей власти, народ в основном молодой, то есть более подвижный, более мобильный. А люди, которые голосовали за Александра Григорьевича, это уже люди состоявшиеся, которые на площадь в основе своей не пойдут. То есть они считают, что мы проголосовали, значит, а дальше уже должны действовать там органы власти там, и так далее, и так далее, и так далее. И зачастую они говорят, что мы аполитичны. То есть мы за него проголосовали, но мы аполитичные люди, на площадь не пойдем. Поэтому попытались охватить как можно большее количество. И когда мы писали это коллективное письмо, открытое письмо, поэтому мы подписали, что трудовые коллективы или члены трудовых коллективов. Потому что есть здесь и в Малорите и оппоненты действующей власти. Мы от их имени как раз вот в этом вопросе и не говорили. Мы говорили только о трудовых коллективах Малоритского района и города Малорит. У нас 10 сельхозорганизаций, 2 промышленных организации, 3 организации стройки, и предприятия, которые обслуживают сельское хозяйство. На всех предприятиях люди работают, никаких простоев нет, предпосылок к тому, чтобы люди выходили на стачки либо забастовки, тоже нет, работают в полном объеме. Наши предприятия, 2 основных промышленных, это у нас консервно-овощесушильный комбинат, увеличивают поставки за границу. В настоящий момент прорабатывается вопрос по инвестиционному проекту, который увеличит производство пауч-пакетов. Есть детское питание в пауч-пакетах, таких мягких. Там в 2 раза позволит нам к концу года, либо к началу следующего года, как будет реализован этот инвестиционный проект. По Кварцмелпрому осваивают новый рынок сбыта. Вчера отправили первые 10 вагонов ячеистых блоков на Румынию. Работают с Украиной, работают с внутренним рынком, с Литвой, с Польшей. Поэтому завоевываем новые ниши и дальше в этом направлении работать будем. Если посмотреть за январь-май, у нас свыше 195% к уровню прошлого года экспорт товаров по Малоритскому району. Если мы говорим по промышленному производству, то за первое полугодие он составил 126% темп по отношению к прошлому году.